далайны лам баран. Ол баран істақ күтіні Қытай туға бір кейті кәлі. 300 така дәреемінеті кейліяқ. Оны кәлін талан туақтан ақыл ралларды. Оны бейті ол 700 километр туғар. Оны переведіне бәреді. Жағына баран іш. Құтаба оны туғыттар туқ. Онтан бейті көрділерді аттарын өддігір. Таққан туақтарығар аттарығар бардығы. Ол тәйімітті тияққа дейін қарбыппы. Діриеміне жоғыз тәйеті сүттіргенді дейінді тоқтатамыз. Ол тәйін ол қаят арнығар жоға хауыптыры кенде бейттер тұрмын. Ondan da аттар әгенлері жан оқталары көштереді Japon-мұз әрейті шәбі. Баратыр ол Қытай халатыры қомыян әлбеттірі. Баратыр арас тұта кебар біттір. Ол даланыр кенін, ол жерге кен. Жерге қорат. Одна туақ. Оған 4 метрлі Қытайдары күтті. Қалпаған бағатынды қоңыр бұл. Тастар бүтті оң кені. Оттыға бүттір. Строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. Конечно же, вместе с большой командой гериатров, которая работает в гериатрическом центре и республиканской больнице номер 3. И сейчас идет очень большая активная работа по созданию гериатрической помощи, трехуровневой системы в самой республике Саха-Якутия, совместно с Министерством здравоохранения и при активной поддержке нашего правительства. Что она предполагает? Это создание такой помощи пожилым гражданам, которая обеспечит им качество жизни и, самое главное, функциональную и интеллектуальную независимость, способность самообслуживания. Мы предполагаем в первую очередь развитие гериатрической амбулаторной помощи, то есть это создание гериатрических кабинетов, гериатрических участков. Это наше ноу-хау в республике Саха-Якутия и вообще, наверное, в России. Когда выделяется участок с меньшей численностью населения, с выделением отдельного участкового терапевта, с прикреплением не одной медсестры, а фельдшера и среднего медперсонала. И вот эта вся бригада должна быть подготовлена именно по гериатрии. То есть они должны ориентироваться в гериатрических синдромах, они должны знать, как ухаживать за пожилым пациентом, каковы особенности психологического общения с пожилыми людьми. И в помощи мы еще предполагаем дистанционное обслуживание и медицинский патронаж мобильных граждан на дому. Второй уровень, то, что мы предполагаем, это создание коек в стационарах. Начинаем мы, конечно, с крупных районов. Далее мы будем надеяться, что создаваться будут и гериатрические койки в каждой центральной районной больнице. Ну и третий уровень – это гериатрический центр, роль которого должна усилиться. Мощности тоже должны усилиться, на что мы надеемся. Это создание второй очереди гериатрического центра. И вот эта вся служба, в первую очередь, конечно, должна ориентироваться на нужды пожилого пациента. Но мы, кроме того, предполагаем, что необходимо заниматься не только в пожилом возрасте профилактикой заболеваний, но начинать уже и с молодого трудоспособного возраста. Это так называемое внедрение методов превентивной гериатрии или антивозрастной медицины. За 3 года в нашем учреждении мы добились снижения показателей смертности с 9,2 в 2014 году до 7,6 в 2016 году. За этот же период времени у нас продолжительность жизни увеличилась на 3 года, с 66 до 69 лет.
был один из таких прорывных экспериментов, да, вот, в нашей республике. И, соответственно, надо распространить вот такой опыт работы. Öğrenmeyeceğiz. Doğuklar. Nahamaktılar. Barada kulağını yiyecek girdi. Elbette gitti. Onunla barada gelir. Emtek doğuktan. Hasta. Ne olur? Oha. Сегодня 9 мая. Что вы хотели пожелать пожилым и особенно ветеранам Великой Отечественной? Ветеранам Великой Отечественной войны, всем жителям нашей республики я желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья и активного долголетия. Строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.